Новый год к нам мчится, скоро все случится, неделя до праздника, все вокруг сверкает и поет, кругом яркая иллюминация, но за этой красотой тяжелый труд. Прежде всего, конечно, энергетиков. У этих людей, как вы понимаете, нет ни выходных, ни праздников, но у них есть свой день. День энергетика, 22 декабря. Кто эти люди, которые дарят нам комфорт и уют, тепло и свет? Давайте познакомимся с ними поближе. Татарстан – успешный, инновационный, передовой. Регион новых возможностей. Для инвесторов прежде всего. Секрет инвестиционной привлекательности известен. Удобное место расположения, трудолюбивые люди, богатые ресурсы и инфраструктура. Последнее понятие довольно широкое и включает в себя разные аспекты. И как вы думаете, в каком направлении Татарстан совершил настоящий прорыв за последние 5 лет? Возможно, я кого-то удивлю, но это безусловный факт. Самые большие перемены и обновления затронули энергетическую отрасль. Сегодня качество и надежность энергоснабжения – ключевой фактор для инвестирования. И сетевая компания Татарстана здесь, если хотите, законодатель мод. Что сделано? Во-первых, появились новые эффективные источники энергии. Современные подстанции 500 киловольт Щелоков, 220 киловольт Бегишево, уникальный энергомост Щелоков Центральная, объединивший Казанские и Нижнекамские энергорайоны. Помимо этого, кардинально обновилось электросетевое хозяйство республики, включая объекты основной и распределительной сети, что дало новое качество энергии для потребителя и дополнительный импульс для развития всей промышленности. Год 2019 в этом плане стал для сетевой также показательным. Символом его стало открытие цифровой подстанции закрытого типа «Портовой» 110 киловольт в Казани. Портовая – это в какой-то степени и маяк, ориентир для дальнейшего развития энергетики Татарстана. Выбранные направления цифровизации и интеллектуального учета позволяют оказывать услуги потребителю более высокого качества. В идеале, говорит генеральный директор сетевой компании Ильшат Фардиев, это предоставление услуг в непрерывном режиме, то есть совсем без отключений. Потребитель платит, чтобы не было электричества. Свет горел, в розетке было, все, чтобы работало, для того, чтобы отключать. И вот это понимание всегда доводить надо. То есть надо быть всегда ближе, надо понимать с точки зрения потребителя. Такой подход выгоден и самим энергетикам. Внедрение новых подходов вкупе с модернизацией приносит ощутимый эффект. Уже 3-й год подряд сетевая компания устойчиво удерживает суммарные потери на уровне менее 7%. Для сравнения, по России этот показатель составляет более 8%. Другой ключевой фактор, характеризующий надежность энергоснабжения, это длительность аварийных отключений на одного потребителя в год. Ранее она измерялась часами. Еще в 2015 году потребители Татарстана были обесточены в среднем на 3,5 часа в год. Этот год компания завершает с результатом 60 минут, то есть достигнуто снижение в 3 с лишним раза. Все это стало возможным, в том числе благодаря масштабной работе по обновлению и модернизации всего электросетевого комплекса. В 2019 была проведена реконструкция и модернизация одной из старейших подстанций Татарстана, подстанции 220 киловольт Зеленодольская, подстанции Верхний Услон и Студенец. Кроме того, были проведены реконструкции воздушных линий напряжением 110 киловольт Ямбухтино-Камское устье, Азнакаево-Екеево. В рекордные сроки построена новая линия электропередачи ВЛ-110 киловольт Камская 25 лет октября. Реконструирован электросетевой комплекс города Чистополь со строительством новой подстанции 35 киловольт Чистополь и нового административного здания Чистопольских электрических сетей. Та стратегия, которая выбрана компанией, советом директоров, она оправдывает все ожидания. Сокращается время отключений, количество аварий, реконструируются старые сети, строятся новые. В целом я оцениваю работу энергетиков с положительной стороны. Где энергокомпаниям, что называется, сверить часы, обменяться опытом, наладить контакты? Конечно, на традиционной московской энергетической выставке, прошедшей в этом году в формате международного форума «Электрические сети». 20 тысяч квадратных метров выставочных площадей и более 400 экспонентов, производителей энергооборудования. Среди всех участников авторитетного мероприятия сетевая компания выглядела достойно. Энергетики из Татарстана стали организаторами сразу 2 технических сессий, получивших высокую оценку энергетического сообщества. В каждой из заявленных тем работы под напряжением и внедрение систем интеллектуального учета татарстанцы являются лидерами в России. Об опыте работы сетевой компании по внедрению интеллектуальных решений, которые применяются уже с 2014 года, рассказал Бронислав Кузнецов.
Тот эффект от снижения потерь, который мы в этом году наблюдаем, он реальный, это уже виден с точки зрения доходной и расходной части компании. И этой работой сейчас охвачена практически вся территория Татарстана. Только по итогам этого года было установлено более 130 тысяч интеллектуальных приборов учета в 29 районах республики. Всего в планах сетевой компании до 2025 года установить более 1 миллиона умных счетчиков. Постепенно уже сами потребители стали приходить, спрашивать, когда нам поставят умный счетчик, почему соседу поставили, мне не поставили. Еще одна прорывная технология, которая активно внедряется в подразделениях сетевой компании, это работы под напряжением. Технология успешно применяется за рубежом. Для России направление пока новое, но, судя по всему, лед тронулся. В 2019 году при активном участии сетевой компании в городе Болгар был организован первый международный симпозиум РПН, в котором приняли участие российские и зарубежные специалисты, по результатам которого американские и китайские специалисты, являющиеся в настоящее время законодателями МОД в данном направлении, высоко оценили достигнутые сетевой компанией успехи. Этому же направлению было посвящено многочасовое обсуждение на полях международного форума «Электрические сети», в ходе которого главный инженер компании «Россети» Андрей Майоров заявил о том, что опыт сетевой компании нужно тиражировать. В ближайшее время мы подготовим дорожную карту вместе с коллегами из сетевой компании. И, пойдем по наличному пути. Я думаю, что мы добежим до уровня Татарстана и вместе, совместно, потому что не только один центр будет. Начнем с центра вашего, да, а дальше мы уже будем с учетом опыта этого центра уже развивать, в том числе и учебные центры. Форум в Москве – это не только возможность обсудить общие проблемы, обменяться опытом, но и заключить выгодные соглашения. Давние партнеры, сетевая компания и предприятие «Людинов Кабель» договорились и дальше работать вместе. Эти люди на боевом энергетическом посту круглые сутки, и обидно, что мы вспоминаем про них только тогда, когда что-то случается. Если финансы – это кровь экономики, то энергетика – это ее воздух. Без него нет жизни. И давайте не забывать об этом не только когда нам трудно дышать, а всегда. Это ведь ежедневная, комплексная такая кропотливая работа, которая ежедневно, ежечасно делается нашим персоналом. И хочется, чтобы всегда знали, ценили энергетиков, потому что они делают такую очень важную для людей работу. Татарстан добился колоссального прогресса в опыте внедрения работ под напряжением. Его, несомненно, надо тиражировать. Сетевая компания сегодня – это новые технологии, передовой опыт, но главное – это люди. Профессионалы своего дела, ветераны, которые передают свой опыт молодым, и новое поколение энергетиков, и, конечно, семейные династии, которые составляют основу компании. Здоровья, долгих жизней и совместной безаварийной работы. Хочу пожелать новых успехов и, конечно, движения вперед. Тимур Бекмурзин, Влад Поташников и Андрей Ключников. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.